тобою. Я так хотів заглянути. Хотів заглянути, коли повернувся. Кореспондента. Очнулся я от ужаса и не могу понять, чего это Петюня так смотрит на меня. Глазами хлопнув водит и косится в окно. Опохмел, наверное, нужно ему вино. Опохмел, наверное, нужно ему вино. Я достаю заначку, что спрятал в пылесос, а он безумно смотрит и шепчет мне: ой, мой сын, как смеешь ты, батяне, перечить, мать твою, да я тебя без наркоза сейчас из скальпеля убью. Да И с этими словами бутылку он берет. Ну и замуся, бля. Це слово, що ви недавно сказали. Давайте вийдемо, ще поїдемо здумати. О, давай. Я як музикант. А я другого здумав. Я наповину. Лежим мы с Петей в лазарете и вспоминаем те часы, Тують, знаєш. когда бывало на рассвете палаткой выбились трусы. Теперь другая панорама, по всем трусам полнейший штиль, и хоть крути его как динамо, его ляжет фитиль. Я схожу за друга Петю, но готов китайцам я бежать. Пусть там колят или лупят плетью, лишь бы в фитилище стоять. Когда нас вылечат, как китайцы, тогда вам консул ваш пардон. И уж когда распорянут яйца, лежим мы с Петей в лазарете, и тут приходит к нам сестра и говорит, что на рассвете нам ковылять отсель пора, чтобы анализы в порядке. Выйдет он по рентгену мне, а что потенция в упадке, то это был полнейший бред. Я вам не скажу за друга Петю, но как я услышал эту речь, мой Петя поднялся на рассвете, стал похожим на огромный меч. Огінь. А хто, блядь, про 50 пісень? Огінь, бере.